Нашли и выволокли за волосы. Жители Таджикистана жалуются на похищение призывников. Служба в армии – это долг каждого физически здорового мусульманина, вне зависимости от социального положения. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что за беспредел творится в стране. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. В Таджикистане растет количество жалоб на похищение людей призывного возраста для службы в армии, сообщают правозащитники. Проводят облавы люди в гражданском, а не в военной форме. Из-за этого обвинить кого-то конкретного в нарушении закона трудно. Жители района Рудаки Насимджона Касимова забрали в армию 9 ноября, в день его 18-летия. По словам его младшего брата Наимджона, 8 людей утром выломали дверь в квартиру, начали выбрасывать одежду из шкафов и переворачивать мебель. Насимджон успел перепрыгнуть в окно к соседям и спрятаться в подвале дома. Их мать Гулбахор в это время была на работе. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Пришел председатель квартала и подсказал им, чтобы поискали в подвале дома. Брата нашли и выволокли за волосы. Один из них был милиционером, рассказывает брат призывника Насимджон. По словам соседей, за Насимджоном приехали чиновники местного сельсовета и милиция. Через несколько дней после того, как его забрали, близким сообщили, что он уже служит в армии, в погранвойсках. Сказали, что пришли и вручили ему повестку, ему в руки. Возникает интересный вопрос, в какой момент? Когда дверь ломали, когда его искали по квартире, обыскивая, будто он террорист? В какой момент? Когда его тащили по подъезду, отмечает подруга семьи Касымовых Альбина Сатаева. По мнению экспертов, участники облавы на Насимджона Касымова нарушили много статей Уголовного кодекса. Призывник ли он на самом деле? То есть достиг ли он призывного возраста? Я увидел его паспорт. Там была дата рождения 9 ноября 2001 года. А исчисление срока определения времени начинается со следующего календарного дня. В 12 часов ночи, в ночь с 9 на 10, то есть 9 он еще несовершеннолетний, ему не было 18 лет. Местные власти настаивают, что никаких законов не нарушали, сотрудников сельсовета на работе найти не удалось. По словам правозащитников, жалоб на облавы в этом году гораздо больше, чем раньше. В прошлом году было 40-50%, в этом году практически 80% обращений связаны с незаконным призывом. В Минобороне отрицают факт облав и говорят, что если такое все же произошло, нужно обращаться в призывную комиссию по месту жительства. В сурах Корана говорится, что ангелы быстрее доносят до Всевышнего шуршание пера писателя, звуки нитей, с которыми работает ткачиха, и шаги солдат. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.